эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Режим повышенной готовности объявлен в республике в связи с прохождением паводка. Заболевших коронавирусной инфекцией в Якутии становится больше с каждым днем. Порядка 150 термоточек выявили в регионе. Жителей призвали не допускать возникновения лесных пожаров. Россиянам упростили получение льгот и пособий. Теперь меры соцподдержки будут назначаться с помощью единой системы. Танцевальный ансамбль «Бриллианты Якутии» победил в комплексном международном проекте в Москве. В Якутии в связи с прохождением паводка объявлен режим повышенной готовности. Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников сообщил, что на сегодняшний день ледоход начался на малых реках. Повышение уровня воды из-за вскрытия реки Алекма наблюдается на реке Лени в районе населенного пункта Солянка. Хотя активная фаза ледохода проходит на территории Иркутской области в 300 километрах от территории Якутии. По нашим малым рекам ситуация остается напряженной. Сегодня мы видим повышение уровня воды на реке Вилюй. Также есть такая же картина на реке Алдан. Также у нас продвижки льда и вскрытие реки началось на реке Амга. И сегодня, пользуясь случаем, хотел бы призвать жителей быть начеку, блюсти безопасность, охотников призвать максимально, как говорится, ограничиться выходом на рек, чтобы не было у нас таких сложных ситуаций во время этой напряженной ситуации. Образовавшийся затор на реке Алекме прорвало у села Троицк в Алекминском районе. Сейчас там наблюдается редкий ледоход, уровень воды стремительно падает. Ранее лед, вышедший из рек, повредил дачи в местности Кресты. В связи с этим собственников просили вывести ценное имущество и покинуть территорию. На реке Лени в районе села Харинцы подъем воды за последние 4 часа составил 175 сантиметров. На протоке идет ледоход. На реке Нюя идет активная фаза, наблюдается густой ледоход. Ниже по течению гидропоста Курум редкий ледоход. В ближайшие сутки прогнозируется выход воды в реку Лену. На реке Алдан вскрывается верхнее и среднее течение, наблюдается ледоход разной интенсивности. Ниже Учура до устья, подвижки и разводья ледоход на этом участке может начаться в ближайшие дни. Основная фаза вскрытия реки Лена. Сейчас только подвижки начались у поселка Витим. И начинается вскрытие рек Алдан, Амга и Малых рек. В связи с тем, что река Лена у нас в этом году ледоход начался позднее, начались вскрытие малых рек, в том числе река Алекма вышла на устье. В период межсезонья единственный путь попасть на тот берег – Лены, заплатить деньги и переправиться на воздушной подушке. Сегодня пассажиров возят 3 разные компании. Тариф составляет 1000 рублей. Вполне приемлемая цена, учитывая, что в предыдущие годы цена доходила и до 3000 рублей. Повысятся ли тарифы сейчас и что предлагает рынок перевозчиков в межсезонье, узнавала Ульяна Шагина. На пляжном побережье 202-го микрорайона кипит жизнь. До купального сезона пока далеко. Между тем, здесь властвуют суда на воздушных подушках. В межсезонье для горожан и гостей столицы. Это единственный выход перебраться на тот берег Лены. Ну, лучше, да, когда есть они. А то есть хуже было бы. Раньше вертолеты же, такая очередь, по 5000 летали. Лучше, что так есть. С 202-го традиционно курсируют хибусы. Леновод-сервис – один из самых крупных сегодня частных извозчиков, на счету которого 20 таких судов на воздушных подушках. Кроме того, 5 специальных тайфунов, которые не приостановят работу и в самый пик прохождения ледохода. В это время стоимость проезда традиционно станет выше. Дорога-то вот сейчас начала ломаться. Но я думаю, когда уже шевеление льда будет, может до 1500 дойдет. Извозчики не скрывают. Цена может увеличиться и до 2500 рублей до одного берега в этот непростой период, так как помимо рисков добавляется и расход топлива. Между тем, до праздников возили за 1500, но аккурат перед майскими снизили цену до 1000 рублей. Что это, конкуренция или все-таки праздничный подарок для жителей? Вот что объяснили в компании. Кому-то надо в гости съездить, 10 дней, что сидеть-то дома-то? Это целый отпуск получается. Ну и вот мы решили, значит, как бы помочь людям.
цена пока хорошо же, до 2000 доходит. Резкое снижение цены может быть и результат конкуренции. Так, с этого года с 203-го микрорайона начали курсировать новые суда компании «Лорб». Это скоростные «Нептуны». Какое-то отличие есть от этих вот судов у вас, от «Хибусов»? Ну, как отличие? Побольше, помощнее. Вот, в принципе, и все отличие. При загрузке в 22 пассажира сегодня возят только 11. Как объяснил капитан судна, это связано с тем, что оформлено судно как маломерный транспорт и больше возить не имеют права. Между тем, людей привлекает скидка для инвалидов и пожилых. Тут, говорят, социальные же, То есть скидка, да? со скидкой. Вот вчера приехал, он удостоверение показал, 200 рублей скидка. Как мы видим, здесь народу очень мало. Это может быть и результат неосведомленности, а также отдаленность от парковочного места. Там стоит шлагбаум, и чтобы пройти до Нептуна, людям приходится идти пешком по песку примерно 200 метров, что не очень, конечно же, удобно, особенно для пожилых людей, а также людей с вещами. Кроме того, близость с многоэтажками оставляет вопросы. Шум от мотора таких судов довольно-таки ощутим. Они гудят, как самолеты. К примеру, для «Хибусов» администрация столицы в этом году впервые выделила специальное место после прохождения всех проверок, в том числе и на звуковые барьеры. Так что можно себе представить, каково сейчас жильцам близлежащих от берега домов. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. Жители республики призвали не допускать возникновения лесных пожаров. В период майских выходных на территории Якутии непростая ситуация возникла на территории Аймиконского улуса. В регионе наблюдаются 149 термических точек, в том числе возникших из-за человеческого фактора. Важно помнить, что под воздействием порывов ветра огонь может быстро распространиться и привести к чрезвычайным ситуациям. Уже за эти майские дни привлечены 11 человек и составлены административные дела. Также хочу предупредить жителей республики ограничиться, как говорится, и не допускать таких картин, чтобы у нас пожароопасных сезонов на территории не было. Теперь о эпидемиологической ситуации в республике. 112 случаев заболевших COVID-19 выявили за сутки. По данным регионального оперштаба, из них в Якутске 62 случая, в Мегино-Кангаласском районе 17, еще 10 заболевших зарегистрировали в Амгинском районе, по 4 в Вилюйском, Нерюнгринском, Усть-Алданском. 3 человека заболели в Чурапчинском, по 2 в Кобяйском, Намском, Хангаласском районах. Также единичные случаи зафиксированы в Горном и Среднеколымском районах. Из-за роста заболеваемости коронавирусом на территории Якутии глава республики Айсен Николаев на совещании с оперштабом поручил усилить работу с муниципалитетами. В Нерюнгринском районе введено ограничение, касающееся проведения культурно-массовых мероприятий. Также там ужесточился режим дезинфекции, масочного режима и обеспечения контроля за соблюдением этих мер. Главным вопросом для нерюнгринцев стал переход образовательных учреждений на дистанционный формат обучения. В то же время по вопросу работы образовательных учреждений могу пояснить следующее. У нас на текущий момент заболеваемость детского населения она на весьма низком уровне находится, и в связи с этим ограничение образовательного процесса на текущий момент не предусмотрено. Все школы, все детские сады и иные образовательные учреждения работают в штатном режиме. Ни одна группа в детских садах, ни один класс на дистанционный режим обучения не переведены на текущий момент. Ситуация контролируется. К другим темам. Россиянам будут назначать льготы и социальную помощь автоматически. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Для этого в России будут применять единую государственную информационную систему социального обеспечения. Доступ к ней профильные региональные ведомства получили еще в начале года, но не могли предоставлять меры поддержки только на основании данных этой системы и по-прежнему собирали сведения вручную или просили граждан предоставлять документы. Однако в ходе рассмотрения проекта закона в Госдуме замглавы Минтруда России Алексей Скляр пояснил, что с началом работы системы все учреждения смогут по закону получать необходимые данные электронно.
За последние годы программа переселения из ветхого и аварийного жилья начинает приносить большие результаты. Теперь получить новую квартиру и осуществить свою мечту возможно в любом населенном пункте республики. Подробнее в сюжете Саргаланы Неустроевой. За 20 лет в республике было построено 8 миллионов квадратных метров жилья. Так уже 33 тысячи человек бесплатно получили новые квартиры. И это только начало. Всего за последние 2 года было построено 60 многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья. До 2025 года новые квартиры получат 56 тысяч человек. Новый дом, в котором жители села Казачьего стали обладателями квартир, был введен еще в январе этого года. При этом, по словам застройщика, опередить срок сдачи удалось практически на год, благодаря чему заехать в новые квартиры можно прямо сейчас. Мы начали вот этот комплекс застраивать в 2018 году, начали устанавливать свайное поле, и весной 2020 года мы уже стали дома готовить на сдачу. Домостроительный комбинат каждый год участвует в программах переселения. То есть у нас и 203 квартал, и воинская часть, и здесь. То есть мы каждый год участвуем в программе переселения из ветхого аварийного жилья. Дом в Казачьем, откуда переедут новые жильцы, был признан аварийным 2 года назад. Обошлось без извечных тяжб. Здесь постаралась администрация района. Однако, как признаются жители аварийного жилья, в том, что они могут переехать в Якутск по программе расселения, верилось с трудом. Сказали, что аварийный дом, и мы получим в Якутске квартиру. Еще ничего не оформляли, мы просто копию паспорта дали, и все. Попросили нас. Ничего не говорили, мы просто сказали, в Якутске будет квартира, и все. Мы даже сами в шоке были. На сегодняшний день необходимо ликвидировать более 1 150 000 квадратных метров аварийного жилья в республике до сентября 2025 года. Так, чтобы стать участником программы, муниципалитету необходимо направить заявку в дирекцию жилищного строительства с уже готовым списком собственников. Механизмом реализации программы является, это у нас 4 способа. Это приобретение, у застройщика в строящемся доме, вот как, к примеру, вот этот дом. Приобретение у застройщика в введенном доме, приобретение квартиры на вторичном рынке и выплата возмещения собственникам изымаемых жилых помещений. Объемы, начиная с 2021 года, очень увеличены. Я имею в виду в части исполнения целевых показателей. До конца этого года мы должны ликвидировать еще плюс 215 тысяч метров, что накопительным итогом составит 325 тысяч метров аварийного жилья до 1 января 2022 года. В случае с нашими героями их квартиры будут находиться на балансе Устьянского района с возможностью дальнейшей приватизации собственникам. В очереди на жилье стоят еще 2 семьи, которые также получат квартиры в Якутске уже в этом году. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленске продолжают орудовать мошенники. С каждым разом их выдумки все изощренней. Они находят своих жертв в основном в интернет-пространстве. В этот раз на их уловки попалась еще одна ленчанка. Она обратилась на всем известном сайте ЮЛА к мужчине, который предлагал услуги по ремонту бытовой техники. Перевела ему средства за доставку необходимых деталей, после чего он исчез. Им оказался житель Алёкминска. Ущерб составил более 3000 рублей. Поверив ему на слово, она перевела ему посредством мобильного банка денежные средства. В ходе оперативных мероприятий участкового уполномоченного полиции было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия. Госинспекторы Минэкологии рассказали о проведенной профилактике. С 30 апреля по 10 мая проведено 74 рейда. В ходе проверки выявлено свыше 80 правонарушений. По каждому из них составлены административные протоколы. Охотники привлечены к ответственности за нарушение правил хранения оружия, изъято 38 единиц огнестрела. Наибольшее количество выявлено на территории Якутска, Намского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, Татинского, Нюрбинского, Вилюйского и Ленского районов. Рейды по охотугодиям продлятся в течение всего весеннего сезона охоты. В результате проведенных рейдов выявлено 87 нарушений. Осуществление охоты до сроков охоты без разрешения и охота с разрешением, полученным разрешением на
подсадную утку, при этом без использования подсадной утки и с использованием запрещенных способов охоты, это с использованием электроманков. Штраф составляет за нарушение правил охоты от 500 рублей до 4000 рублей. А в случае использования запрещенных способов охоты и осуществления охоты вне запрещенные сроки охоты, лишение права охоты от 1 года до 2 лет. Из-за сложной эпидобстановки в Якутии массовое празднование Дня Победы было отменено. Жители Алдана возложили цветы и венки к подножию обелиска, а во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, прошли парады. Потомки воздали честь победителям лично. Военнослужащие и подрастающие защитники Родины, бойцы отряда юнармии, воздали честь участнику русско-японской войны Александру Кузьмичу Кашкареву и его супруге, ветерану тыла и труда Людмиле Яковлевне. Строго и торжественно принимая поздравления, семейная пара была растрогана до слез. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране. Во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, состоялись торжественные митинги. Масштабному празднованию Дня Победы помешала сложная эпидемиологическая ситуация. Однако меры безопасности не явились преградой к тому, чтобы сказать слова благодарности героям-победителям. Мы с учетом всех мер ограничительных провели парад у подъезда возле каждого ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Алдане. И они посмотрели и услышали нас, спели им песню. Ветераны довольны. В Алдане двое ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовик Енохов Василий Николаевич, житель Якутска, и в Алдан он приехал к дочери. Цена, заплаченная за победу, неизмерима, а слова благодарности потомков бесценны. Накануне главного праздника Василий Николаевич отметил 98-летие. Мы его поздравляем с 76-й годовщиной Днем Победы. Дело в том, что совсем недавно, 5 мая, ему исполнилось 98 лет. Мы также поздравляем его и с днем рождения. Прошедшие войну и ковавшие победу в тылу люди в преддверии Дня Победы желают современникам лишь одного – пусть никогда не будет войны. Для ветеранов День Победы – самый главный праздник. В этом году не было торжественного митинга, и все же благодарность потомков поколению победителей за мир безмерна. Трудовые коллективы и жители возложили венки и живые цветы к подножию обелиска Победы, почтив память павших минутой молчания. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. А в Ленске наши корреспонденты наведались к ветерану тыла Льву Магдееву. В этом году ему исполнится 88 лет. Об истории его жизни Светлана Балеева. Война застала семью Магдеевых в Нижней Слободе, небольшой деревеньке Иркутской области, когда Льву только пошел 8-й год. Но он на всю жизнь запомнил день 22 июня, оборвавший мирную жизнь. Он вспоминает, как забрали отца на фронт. В этот день мальчик последний раз видел его. В 1942 году, 4 октября, где-то лежит он, известие пришло. Под Ленинградом погиб. 2 года не прослужил даже. Папа героя нашего сюжета был председателем колхоза. Когда отец ушел на фронт, началась разруха в селе. Лев, как и все дети войны, начал рано работать. Помогал маме обрабатывать поля, работал канагоном. Жизнь, признается Лев Федорович, началась сложная, холодная и голодная. Весной женщины перебирали картошку, готовились к посевной, сеять. Гнилую на улицу. Я жду, когда они там повытаскивают эту гнилую. Приносишь домой ее, промоешь земли. И столкнешь ее, котлетки из гнилой картошки. Кушать-то хочется, да? Ой, мы очень трудно жили. Я говорю, спасибо, эта крапива нас спасла, и молоко в основном. Война закончилась, а жизнь потихоньку начала налаживаться. Лев познакомился со своей будущей женой, переехал в поселок Жигалово. Прожили там 10 лет. У молодых родились 3 детей. В Ленск Магдеевы переехали в 1972 году. Прожили вместе с супругой 65 лет. Но в прошлом году Лев Федорович овдовел. Сложно, признается, жить без Тонечки. Так нежно называл свою жену герой нашего сюжета. Но смысл жизни сегодня большой. Это дети, внуки и правнуки. Наш дедушка самый лучший. Мы часто к нему приходим, сидим, пьем чай. Помогаем ему, убираемся. Когда мы приходим к дедушке, он нам рассказывает какие-то истории, мы с ним поем, он играет на гармошке.
Дедушка очень добрый, красивый, хороший музыкант. Я его очень сильно люблю. В день нашей съемки Лев Федорович порадовал гостей игрой на гармошке. Вместе с Львом Федоровичем мы посмотрели архивные семейные фотографии. Между фотографией и человеком, держащим ее в руках, целая жизнь. Долгая, интересная, насыщенная. Этот человек видел войну, но она не сломала его любовь и волю к жизни. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Большие гастроли. С сегодняшнего дня по 16 мая в Якутске состоятся гастроли Российского государственного академического театра имени Федора Волкова. Символично, что гастроли старейшего театра России пройдут на сцене старейшего театра Дальнего Востока Русского драмтеатра имени Александра Пушкина. Зрители увидят постановки «Москва-петушки» 2020 года, «Калина красная» и премьерную постановку этого года комедию «На краю земли». А также якутские зрители смогут увидеть ведущих артистов театра, многие из которых знакомы им по работе в кино и сериалах. Приехали специально к вам, первый русский для старейшего театра Якутии. Для нас не первый опыт осваивания Дальнего Востока. Мы уже были и в Хабаровске, и в Анадыре, и в Биробиджане. В общем, так что разница во времени нас, наверное, не пугает. Мы, наверное, уже такие опытные в этом плане. Надеемся, что мы понравимся зрителям, и нам тоже здесь все понравится. Ярославль, который сегодня к нам приехал, 6 представлениями, с 3 спектаклями, да, это выручка нашего Русского академического драматического театра. А когда мы выезжаем, ну, например, русский 2 года назад, год театра, выезжал в город Читу, тоже были большие гастроли. Мы любим большие гастроли. И в этом году к нам приедет Мариинский театр, а в следующем году приедет Большой театр. Это связано с столетием нашей республики. Ансамбль «Бриллианты Якутии» стал чемпионом Всемирной танцевальной олимпиады. Якутяне стали триумфаторами в направлении народный танец. Коллектив подготовил 10 танцевальных номеров. Форум проходил в Москве и собрал более 70 команд со всей страны. На сегодняшний день в списке дисциплин конкурса насчитывается 60 позиций, среди которых не только танцевальные направления, но и спортивные. На этом выпуск подошел к концу. Еще больше информации на наших сайтах. До встречи в эфире.